Главные события четверга, 12 октября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Похороны Героя России Дмитрия Егорова прошли на его родине в Сунтарском районе Якутии. Рядовой в бою со штурмовой группой ВСУ получил тяжелое ранение, ставшего для него смертельным. Новый газопровод к алмазным производствам. В Якутии дали старт проекту «Накынский поток». Ветку планируют ввести в эксплуатацию уже до конца 2025 года. В республике завершается навигация. Полностью окончить завоз жизнеобеспечивающих грузов в районы региона планируется до 15 октября. Летние дожди уже давно отшумели, а коммунальщики Якутска продолжают откачивать лужи с улиц города. Расскажем, как специалисты справляются с последствиями октябрьских сюрпризов погоды. Творящие мастера. В столице начались соревнования чемпионата по креативным индустриям «Аярустар». В программе соревнования по 10 компетенциям. Герой России, рядовой Дмитрий Егоров, стал 4-м героем страны. Наградили его посмертно. В родном селе Арылах прошла траурная церемония прощания с героем. В дань уважения герою в маленькое село прибыло много военнослужащих, оркестранты, представители руководства республики, района, жители родного Наслега, все, кто знал его, кому он был дорог. Все они гордятся Дмитрием Егоровым, который с честью выполнил свой воинский и гражданский долг. Звучный и такой близкий позывной «Сунтар» звал его на ратный подвиг. Похоронили героя с воинскими почестями рядом с могилой матери. У него остались 2 несовершеннолетних сыновей. Вся республика гордится нашими героями. Дмитрий, как я уже сказал, посмертно, но я очень был удивлен, когда вот сюда приехал я первый раз в этом районе, на родине героя. Очень отношения, смотрите, сколько присутствует земляков, никто не равнодушен. Вся республика гордится, не только Сунтарская земля, но и вся республика, ну и вместе с ней как бы и вся Россия. Потому что каждый герой у нас отмечается на вес золота. Это наши люди, которые дали жизнь за то, чтобы мы с вами спокойно жили дальше. Энергетики западных электрических сетей ведут подготовку линий электропередачи и подстанций Мирнинского, Ленского, Алекминского и Вилюйской группы районов к работе в осенне-зимний период. На сегодняшний день работы идут в соответствии с планом. Все они нацелены в первую очередь на обеспечение надежного электроснабжения потребителей западного энергорайона. Особое внимание уделяется электроснабжению социально значимых объектов, медицинских и детских образовательных учреждений, теплопунктов и котельных. Так, на подстанциях выполнили ремонт трансформаторов, выключателей, коммутационных аппаратов, провели техническое обслуживание вспомогательного энергооборудования. В Якутске из-за реконструкции площади Ленина временно закрылись пешеходные переходы. Это переходы через улицы Ярославского, Амосова и Кирова. Дорожные знаки и светофоры будут также зачехлены. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и использовать соседние пешеходные переходы. Напомню, уже в следующем году главная площадь республики полностью поменяет свой привычный облик. Дизайн-проект разработан с учетом мерзлотных грунтовых условий местности и сложившейся улично-дорожной сети. В ее концепции символические образы из эпоса Улун-Хо. Сам проект реконструкции предусматривает озеленение, мощение проездов и тротуаров, установку пешеходного сухого фонтана и 13-метровых колонн в виде СРГ. Сегодня в режиме ВКС глава республики Айсен Николаев дал команду на сварку первого шва трубопровода «Накынский поток». Газопровод позволит крупнейшему предприятию Мирнинско-Нюрбинскому ГОКу перейти на более экологичное и экономичное топливо. Соглашение о строительстве газопровода было подписано на полях Санкт-Петербургского экономического форума. Газопровод протяженностью в 160 километров обещают сдать в декабре 2025 года. Уже сейчас приобретены все 160 километров труб, а на строительные объекты завезена спецтехника. Строительство Накынского потока позволит не только газифицировать предприятие Алроса, но и сделать шаг к газификации Нюрбинского, а в дальнейшем и Сунтарского районов. Население отмечу дополнительно, что помимо рабочих мест и на стройке, и на эксплуатации, очень важно, что идет развитие системы газоснабжения.
То есть этот Накинский поток, он формирует и создает задел для газификации левобережья нашего Верхневилуйского улуса. Это порядка 12 населенных пунктов. И, соответственно, задел и перспектива в сторону Нюрбинского улуса. То есть здесь у нас ряд населенных пунктов, которые к этой границе уже будут, соответственно, подходить. В Якутии завершается навигация. Полностью окончить завоз жизнеобеспечивающих грузов в районе республики планируют до 15 октября. В навигацию текущего года плановый объем завоза грузов для жизнеобеспечения продовольственных нужд хозяйствующих субъектов составляет более 1 миллиона 273 тысяч тонн. На сегодняшний день отгрузили уже более 1 миллиона 271 тысячи тонн. Это более 99% от плана. Доставлено до пунктов назначения 95% от плана. Это более 1 миллиона 213 тысяч тонн. Отмечу, что практически все доставляемые груза отгружены. На особом контроле находится нашим министерством завершение навигации на реках Яна и Анабар. Стоит отметить о том, что последние груза уже сегодня доставлены. Сейчас идет отгрузка полных объемов на реке Яна. Это в Нижнеянске уголь, порядка там 5000 осталось, и остался река Анабар. Это объемы алмазов Анабаров, это производственно-технического назначения груза, ну и до 15 числа планируют завершить. Тем временем 16 октября закроется паромная переправа Якутск-Нижний Бестях. При этом сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных и гидрологических условий. После закрытия навигации до устойчивого ледообразования перевозки автотранспорта будут осуществляться на барже «Жатай-1» в сопровождении ледокола и буксира. В эти дни ведется активная подготовка баржи и подъездных путей к причалам. Это отсыпка взвозов, подъездных путей, дорог, скальным грунтом, песчано-гравийной смесью. Завезена вся необходимая техника. Авиакомпания «Полярные авиалинии» снизила тарифы на рейсы в столицу республики из Тикси, Алекминска, Батагая и Среднеколымска. Теперь по маршруту Тикси-Якутск цена билета составит 23 тысячи рублей. Якутск-Алекминска обратно 14 тысяч, Батагай-Якутск 17 480 рублей. Также Среднеколымск-Якутск 33 300 рублей. Даты вылетов по специальным тарифам с 11 октября по 30 ноября текущего года. Осень в Якутске выдалась весьма дождливая. Это значит, что на дорогах города мы будем все чаще встречать вакуумные машины, откачивающие большие скопления воды. Как продвигается работа по устранению последствий недавних обильных осадков, узнавала моя коллега Марина Захарова. Осадки в последние дни были достаточно обильными. Выпавшие сегодня в 3:30 утра были объемом в 7 миллиметров. И уже через 1,5 часа 15 ассенизаторских машин выехали устранять последствия в виде затопленных заниженных участков дорог. Всего их службой эксплуатации городского хозяйства было выявлено 83. За полдня одна машина в состоянии совершить 15 рейсов. Ситуация находится под контролем. Вот этой весной было избыточное выпадание осадков, резкое потепление. Оттаяло все, и было жесткое затопление прям. И вот в то время мы выезжали даже ночью, в 2 часа ночи там. То есть круглосуточно, можно сказать, работали. Были такие моменты, да. Сейчас ситуация полностью под нашим контролем. Поводов для беспокойства нету. То есть. Работы идут по намеченному плану, а точнее по составленным маршрутам для каждой из вакуумных машин. Он обрабатывается по несколько раз, до тех пор, пока лужа не будет полностью откачана. Осадка выпала в достаточном количестве, так что работы идут полным ходом. На сегодняшнее время на 15:00 мы откачали более 600 кубов улично-дорожных сетей и будем откачивать до позднего вечера. Если в целом говорить про год, то мы откачали более 33 тысяч кубов с улично-дорожных сетей. Это уже порядком на 5-4 тысячи больше, чем в прошлом году. Разумеется, они относятся не только к уже установленным местам. Горожане также могут сообщить службе о найденных затопленных участках, и проблемы в скором времени будут устранены. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. В Ленске в начале этого года был открыт спортивный зал для инвалидов, но работать он до сих пор так и не начал. Причина – затянувшаяся доставка оборудования. Сегодня, наконец-то, оно прибыло на место, специалисты его уже установили. К концу октября спортивный зал для ленчан с ограниченными возможностями будет уже открыт.
Финансовую поддержку при покупке тренажеров отказала нефтяная иркутская компания. Напомню, спортивный зал, в котором так нуждались ленчане с ограниченными возможностями, был построен за счет средств района. Он обошелся в 18 миллионов рублей. Пришло у нас оборудование, это в рамках спонсорской помощи от Иркутской нефтяной компании. Стоимость оборудования составила 1 600 000. Сам проект у нас обошелся порядка 18 миллионов. Вот. С таких позиций мы сейчас планируем в конце октября начать его эксплуатацию. Кроме этого у нас есть спецавтомобиль для людей с ограниченными возможностями, которые сами не могут обеспечить приезд туда, в этот спортзал. И поэтому у нас на регулярной, надеюсь, основе, системно будет работа поставлена для того, чтобы эти люди смогли посещать этот спортзал. Совет депутатов Алданского района готовится к рассмотрению бюджета. После выборов прошла установочная сессия, где были распределены портфели депутатских комиссий и избран председатель депутатского корпуса, которым стал Александр Плотский. Подробности расскажет Руслан Павлов. К своему уже третьему депутатскому мандату Александр Плотский прибавил должность председателя Совета депутатов Алданского района. Но в кабинете, который находится в здании районной администрации, застать Александра Викторовича непросто. Он больше в разъездах, на встречах с избирателями, которые доверили ему представлять свои интересы, равно как и депутаты, избравшие его председателем Совета. Я считаю, это демократия в полной мере. Там же голосование тайное было, и люди изъявили свое желание доверить мне, чтобы я представлял интересы Алданского района, именно будучи председателем районного собрания. Работа впереди 5 лет работы. Постараемся помочь нашему прекрасному району в тех вопросах, в которые мы компетентны, так сказать. В нынешнем Совете района, который состоит из 21 депутата, представлены все основные политические силы. Плотский считает, что такой состав будет продуктивным и даст положительные результаты в развитии района. Большинством прошли достойные люди, стали председателями. Это представители «Единой России», и КПРФ, и новые люди, и непосредственно «Справедливая Россия», ЛДПР. Все представители партии являются членами комиссии и председателями. Впереди у нового депутатского корпуса много работы, и первое, что предстоит сделать народным избранникам – утвердить основной финансовый документ – бюджет Алданского района. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии приняты дополнительные меры поддержки предпринимателей по упрощенной системе налогообложения. В целях поддержки малого и среднего бизнеса по итогам совещания у главы Якутии Айсена Николаева принято решение рассмотреть вопрос установления на 24 и 26 года пониженных ставок. Предлагается распространить по 12 видам экономической деятельности. Это общественное питание, регулярные перевозки пассажиров, издательская деятельность, производство кино, дошкольное образование и социальное предпринимательство. И таким образом на 2024 год в отношении указанных категорий предлагается сохранить ставки, которые действуют в текущем году. С объектом налогообложения доходы это 2,7%, доходы минус расходы 6,7%. По предлагаемым ставкам большинство налогоплательщиков по упрощенной системе налогообложения в среднем в год будут платить 15 тысяч рублей или на 9-10 тысяч рублей меньше, чем если бы платили по ставке 4,4 и 8,4%, которые сейчас установлены законом о налоговой политике республики. Эти ставки для нас очень выгодные, потому что они намного ниже, чем те налоговые платежи по упрощенке, которые мы платили. Это доход 6% или доход минус расход 15%. И у нас появляется возможность инвестировать в нашу отрасль, то есть там строить отели, там гостевые дома и так далее. А это все требует достаточно больших средств. Предприниматели других видов экономической деятельности переходят в 2024 году с действующей ставки по упрощенной системе налогообложения 2,7 на 4,4% доходы и с 6,7% на 8,4% доходы-расходы с планомерным повышением к 2027 году к базовым ставкам. Отмечу, что базовая ставка по УСН в России составляет 6% доходы и 15% доходы-расходы. Таким образом, налоговые ставки по УСН в Якутии остаются одними из самых низких в стране.
В Национальной гимназии ИКГТА проводится первый республиканский конкурс мастеров-педагогов «Лучший наставник года-2023». Организаторами являются Министерство науки и образования, культуры и духовного развития, Ассоциация Олонхо совместно с Театром Олонхо. Принимают участие 10 педагогов образовательных учреждений из Мегино-Кангаласского, Намского, Чурапчинского и других районов республики. Участники конкурса проводят открытые уроки для учащихся, а также поделятся своими уникальными методами обучения. При этом жюри будут оценивать по нескольким категориям. Это, например, наполняемость уроков, внедрение современных технологий в процесс обучения и стаж преподавания. Основное внимание, акцент уделяется на проведение занятий именно по фольклору, по эпосу, как педагог обращается с детьми, какую методику использует. И именно греческий эпос Олонхо как основное произведение для формирования духовно-нравственной личности дошкольника и школьника, какую роль оказывает именно в процессе обучения. Молодые профессионалы, студенты СПО в эти дни собрались в здании музея «Россия. Моя история» на первый в Якутии чемпионат по креативным индустриям «Аярустар». Участникам предстоит выполнить задания в 10 компетенциях, связанных с дизайном, ювелирным искусством, также программированием и многими другими. Подробнее о чемпионате расскажем в следующем сюжете. Чемпионат креативных индустрий – это возможность показать свои профессиональные навыки, а также работу в команде. Участники нескольких компетенций работают над одним проектом, передавая его по цепочке. Цифровой модельер у нас занимается разработкой лекал. То есть мы ждем на данный момент от компетенции дизайн модной одежды и аксессуаров эскиз. И пока мы ждем эскиз, мы, получается, делаем 3D-копию нашего клиента. Да? То есть мы сейчас шьем на стандартный 44 размер, да, костюмы наши. Вот. И, получается, мы сейчас делаем лекала на аватар 44 размера. И дети сейчас готовят свои аватары. Всего на чемпионате 10 компетенций креативной индустрии, среди которых 3D-моделирование, компьютерная графика, ювелирное искусство и фото. В каждой компетенции экспертами являются профессионалы соответствующей отрасли. Есть свои критерии оценки. Скажем, если мы говорим про репортаж, это контекст. Да? Если мы говорим по рекламную съемку, то нужно понимать, какой продукт, и этот продукт нужно показать в лучшей степени. Да? Если это документальная съемка, художественная съемка, то мы показываем уже, как он пользуется основами, композиционными решениями для того, чтобы усилить и показать фотографию хорошую. Чемпионат собрал более сотни участников из среднепрофессиональных учебных заведений Якутии. А также для участия в Аяр-Устар приехала студентка из Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Приехала по компетенции фото. Меня сюда пригласили как активную студентку. Вот, в своем колледже я также фотографирую. Это репортажные съемки, какие-то съемки, которые у меня просят отдельно. Я была вообще только за, потому что это, во-первых, путешествие, новые эмоции, новые лица, знакомства. Вот. Поближе узнать людей другого народа. Чемпионат продлится до воскресенья, когда будут завершены все проекты. Команда, которая покажет лучшую работу по всем этапам проекта, будет объявлена победителем чемпионата. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Механизмы антикоррупционного просвещения молодежи обсуждают в СВФУ. 12 и 13 октября на базе университета проходит республиканский форум по противодействию коррупции «Молодежь против коррупции». Мероприятие посвящено выявлению эффективных механизмов по противодействию, в том числе с использованием современных технологий. В рамках форума состоится работа дискуссионных площадок по обсуждению актуальных вопросов, антикоррупционный диктант, образовательные интенсивы и проектная сессия. По итогам будут определены 3 лучших проекта. Двухдневный форум открыла пленарная сессия «Вызовы и проблемы коррупции в современных реалиях». Здесь будет много этапов, мы уже первый этап прошли, одержали победу со своей командой. И, собственно говоря, у нас на будущее уже планы, да, как мы будем действовать за эти дни форума. И, собственно говоря, будут и проекты какие-то определенные, и какие-то идеи мы будем вводить в этот форум. С 19 мая в Нерюнгринском районе начало работать местное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Ближайшие планы работы обсудили на встрече первичных организаций, где и побывала наша съемочная группа.
В молодежном центре Нерюнгри прошла встреча первичных организаций «Движение первых», созданных на базе образовательных учреждений Нерюнгринского района. «Движение первых» – это сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества. Сейчас задача движения первых – формирование ценностей патриотизма и ценностей вообще семейных и воспитательных, конечно, выходит на первое место в сообществе. И очень важно, что отмечается момент, что важно не просто организовывать мероприятия для детей, но и воспитывать их всем взрослым сообществом. Это и педагоги, и родители, и неравнодушные взрослые, которые этих детей окружают. Несмотря на то, что «Движение первых» создано чуть более года назад, оно набирает популярность среди детей и подростков. И уже более 1000 юных нерюнгринцев стали его участниками, чтобы найти себе друзей, близких по убеждениям, увлечениям и интересам. В Южно-Якутском технологическом колледже мы открыли первичное отделение российского движения детей и молодежи, «Движение первых», 7 апреля в этом году. Это большая возможность для студентов, чтобы реализовать свои различные какие-то хобби, либо реализовать себя в будущем. Ведется огромная большая работа по социально-воспитательной работе, а также по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Быть первым одновременно и легко, и трудно, но перед участниками «Движения первых» открываются большие возможности для самореализации и успеха. Ведь участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В креативном кластере «Квартал труда» состоялось открытие республиканской молодежной выставки «Арт-молодость». Принимают участие 48 молодых профессиональных художников, представлено более 70 работ в разных жанрах – живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и инсталляция. Основная цель выставки – показать состояние и перспективы изобразительного искусства Якутии в историческом контексте. Сама выставка приурочена к 95-летию со дня рождения выдающегося якутского художника-живописца, академика Афанасия Осипова. По итогам будут определены лучшие работы, авторов которых наградят призами. Сама выставка будет открыта до 15 ноября, вход в нее бесплатный. Представлены две мои работы. Портрет Андросова Константина – это бывший оленевод и ныне рыбак. Но я постоянно выезжаю на пленэры в северные районы, поэтому, когда ездила в Тополино, я написала серию этюдов и один портрет. И триптих «Красные нити», он на тему якутского языка и связи его настоящего с прошлым и будущим. У каждого свои видения, свои техники, поэтому мне очень интересно было увидеть здесь такое разнообразие. В следующем году пройдут квалификационные на Олимпийские игры турниры по вольной борьбе. Якутские борцы, представляющие на международном уровне различные страны, сразятся за путевки на игры в Париже. В Кыргызстане на азиатском квалификационном турнире, который пройдет с 19 по 21 апреля, путевки на Олимпийские игры получат финалисты. Европейский этап запланирован в Азербайджане с 4 по 7 апреля. Здесь тоже 2 путевки. В Турции в мае следующего года состоится мировой турнир, где право отображаться на Париж-2024 получит 3 сильнейших, то есть бронзовым призерам предстоит оспорить 1 путевку на 2. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.